Друзья, я обещал вам рассказать о ложных друзьях переводчика. В русском языке их достаточно много. Вот, например, слово «гарбс». Казалось бы, оно похоже на слово «горб», но при этом «гарбс» — это прежде всего гора. У нас есть еще слово «менс» и слово «меникс». «Менс» — это месяц календарный, а «меникс» — это месяц или луна, как небесное светило. Саули у нас солнце, меникс — это месяц. Причем, разумеется, месяц и луна у нас мужского рода, солнце женского. Смотрите, не перепутайтесь. Есть еще замечательное слово метан. Это не метка, это год. Раньше, возможно, год был меткой на особых деревянных шестах, которые использовались вместо календарей. И, кстати, слово календа, оно обозначает не первый день месяца, как в римском календаре, а праздник, который скоро наступит через месяц, день зимнего солнцестояния. Таких слов много, и с такими словами надо быть очень внимательным. Вот, например, слово «гатви», оно не происходит от слова «гатовс», «готовый». Гатви — это улица. Любая улица, по которой мы с вами идем, это у нас гатви. Медьян у нас никак не связан с медью, потому что медь — это у нас варис. Медьян — это лес. Так что, когда вы встречаете новое слово, сразу спрашивайте себя, как вы можете его запомнить и с чем оно может сочетаться. Вот, например, кариги — это черешня, потому что че, мы помним, переходит в к. Залезь — это у нас, между прочим, трава, к лесу никак не относится. Залез с долгой Л, с краткой А у нас зеленый, а залез, соответственно, с долгой А и одной Л — это трава. Таких примеров, когда в зависимости от долготы гласной у нас будет меняться значение слова, тоже очень много в русском языке. То есть нам надо обращать внимание на глаголы, на существительные и на прилагательные, основные части речи, в которых есть четкая, ясная этимология. Другими частями речи обычно проще, потому что они образованы от глаголов существительных и прилагательных. Но в целом, если знать семантику и этимологию слов, и то, насколько они близки к соответствующим русским словам, то, в принципе, в изучении русского языка все становится очень и очень просто. Русская бела, ста аст спарц прастой. Русский язык — это очень просто.